на чужих плечах эта власть, она кажется таким широким балахоном, таким вот удобным для какого-то маневра, А вот когда ты сам оказываешься вот это очень неудобный такой узкий фраг, и надо думать, насколько тот или иной твой жест, твое слово, твой поступок, твое высказывание, оно поможет народу, насколько оно повредит народу, который не там за тобой стоит, а народ, который стоит рядом с тобой. Потому что кто-то говорит, я там за народ отвечаю, я там сказал так. Нет. Надо думать о том, что, еще раз я хочу вернуться к тому, что сказал, что ты один из них, и ты должен прочувствовать то, что нужно. Где-то, может быть, даже не популярное решение принять. Где-то, вот, может быть, даже сиюминутно, которое не принесет пользы. Наоборот, тебя могут за это ругать. Но в конечном итоге, когда практически выход оказывается, это единственное правильное решение. Тот самый сложный период, вы помните, когда совсем недавно, после распада Советского Союза, когда образовался вакуум, и когда вот это, к сожалению, мы констатируем, что даже попытка бесового племени была взять верх, разрушить наш межконфессиональный мир, вот разрушить ту нашу историю, те наши традиции, когда мы всегда отличались, что у нас тысячелетняя история, что мы самая большая наша сила в многонациональности, многоконфессиональности. И вот это самое главное, не оружие, не ракеты, а именно вот это согласие. И в тот период я помню, что вы поддержали и закон о реабилитации репрессированных народов. Мы все, не дожидаясь, чтобы кто-то со стороны нас упрекал, мы все осудили тот и тоталитарный режим, и те гонения по отношению к людям, и к отдельным личностям, и к религии. Вы поддержали тот период, когда восстанавливалась ингушская государственность. Мы вам очень благодарны. Но я хотел бы тоже, в свою очередь, сердечно поблагодарить вас за то, что вы вносите для межнационального, межрелигиозного мира в своей республике. Не так уже много сегодня русскоязычного осталось населения, но вы призываете возвращаться русскоязычных, чтобы поддерживался бы и дальше межнациональный и межрелигиозный мир. По поручению многонационального народа Ингушетии указ за выдающийся вклад в восстановление исторической справедливости по реабилитации ингушского народа и развитие его государственности, обеспечение прав и свобод человека, укрепление мира и согласия между народами, наградить орденом за заслуги Алексия II, патриарха Московской и всей Руси, ну и президента Ингушетии. Это с огромной радостью было воспринято в Ингушетии, и я с огромной радостью хочу вот эту миссию исполнить по поручению народа. Вот сама награда. Уважаемый Марат Магомедович, я сердечно благодарю вас за ту честь, которой вы удостаиваете меня. Считаю, что во многом это и аванс, потому что не так много я сделал для ингушского народа, но в своей деятельности в очень нелегкий период для России за 15 лет своего патриаршего служения я всегда старался направить свои усилия на сохранение нравственного здоровья общества. Это наша общая задача межнационального согласия, межрелигиозного согласия, сотрудничества, взаимопонимания, чтобы преодолеть те негативные последствия, которые иногда провоцируются извне. Потому что наши народы, они на протяжении веков жили вместе и являли пример доброго согласия и сотрудничества. И вот это сотрудничество надо продолжать, и все мы в этом отношении должны служить и будем служить этим целям. Здесь, когда
поставим двери, уже начнем делать работу внутри храма, штукатурку, шпаклевку. И, естественно, будем делать здесь теплые полы, потому что храм очень высокий, и тепло надо, чтобы шло от пола, и как раз на рост человека хватает тепла. Передняя часть храма – это есть алтарь. Перед алтарем устанавливается иконостас резной с иконами. То есть эта часть будет отделена от храма, это святая святых. Вот этому храму старый, который стоит, ему уже более 100 лет. То есть в течение века здесь храм не строился православно. Для нас, конечно, для всех православных это знаменательный момент, радостный момент. И за это, конечно же, благодарность очень большая президенту, который поддержал мою инициативу, который до сих пор беспокоится о каждых проблемах, какие есть в церкви. Помогает не только президент, помогают даже простые предприниматели. Приезжают и говорят: вот, батюшка, то, что мы хотим на святое дело, на храм Божий пожертвовать. То есть вот этот храм, он строится совместными усилиями, прихожанами, местными жителями, предпринимателями, администрацией, президентом. То есть все силы задействованы. Даже задействованные силы из Москвы люди привозят пожертвования. Для нас, для всех, мне кажется, это пример всему Кавказу, как должны жить люди разных национальностей и разных вероисповеданий. Мы видим, что здание оно добротное, стены, как и издревле, очень широкие, в 3 кирпича. То есть стараемся строить так, чтобы это был как бы не просто храм, а еще и храм-памятник дружбы народов. Наверху мы вот можем видеть, здесь у нас клирос, люди будут петь, хор церковный. Сейчас ведется работа по подготовке установки куполов. Приедет владыка Ставропольский, Владикавказский Феофан, будет Мурат Магомедович Зязиков, приедут гости из Москвы. То есть это будет очень знаменательный и торжественный момент.